Сегодня мы с вами попытаемся порассуждать на тему современного мира, но на тему современного мира в таком очень интересном контексте, как в контексте взаимоотношения языков, культур, народов, этносов, которые представлены в нашем поликультурном, многоязычном мире. Конечно же, человечество прошло огромный путь развития, экономического развития, но прежде всего мы можем говорить, конечно же, о культурном развитии, которое имело своим результатом вот это культурное многообразие, которое представлено, как может быть, об этом говорит на территории, например, современной России. На примере я могу говорить своего родного Красноярского края, так, конечно же, на примере различных пространств, культурных, географических и временных. Ну, если мы, например, будем говорить о Красноярском крае, то, например, в Красноярском крае живет 147 этносов. Понятно, что государственным языком является у нас русский язык, и, конечно, практически все владеют русским языком. Ну, наверное, за исключением тех иностранных студентов, которые приезжают к нам, чтобы освоить русский язык как иностранный. Но, тем не менее, всегда стоит вопрос о понимании между представителями различных народов, различных культур. И здесь есть несколько таких тенденций, несколько таких путей, с помощью которых вот понимание может быть установлено, поддерживаться и сохраняться. Конечно же, каждый человек может выучить какое-то количество иностранных языков и пользоваться этими иностранными языками в своей профессиональной деятельности, в своей бытовой жизни, а также для своего личностного саморазвития и образования. Но человечество придумало достаточно много таких коммуникативных ситуаций, которые связаны с таким очень важным видом коммуникативной деятельности, который является перевод. Перевод, очень много спорят о том, нужен ли перевод, что такое перевод. Ну, уже коли человечество с момента формирования многоязычия переводом пользуются, и мы можем говорить на таких древних переводческих традициях, как, например, шумерско-аккадская традиция или определенный специфический перевод, который существовал, например, между японской культурой и китайской культурой, будучи, например, закрытой нацией, закрытой культурой, японцы, тем не менее, использовали перевод, и, конечно же, это был перевод с китайского языка и на китайский язык. То, в конце концов, к 21 веку, к началу 21 века человечество пришло к тому, что сформировались различные виды перевода, как общие виды перевода, ну, прежде всего, это такие самые основные виды перевода, конечно же, это как устный и письменный перевод. С развитием техники в области устного перевода появился перевод синхронный, который позволяет обслуживать различные конференции, позволяет экономить время. Это очень сложный вид перевода, но тем не менее он существует, и, конечно же, стал он возможен только с определенным развитием техники. А что касается перевода письменного, он, конечно, является во многих отраслях узкоспециальным. Мы можем говорить о медицинском переводе, юридическом переводе, переводе техническом и так далее, и так далее. Ну, особую область, конечно же, письменного перевода представляет художественный перевод. И вот, в конце концов, человечество доросло до того, что оно стало выходить уже за предметы так называемого межязыкового перевода или собственного перевода, когда мы говорим о том, что вербальный текст, когда я говорю вербальный текст, то это может быть вербальный текст, который представлен как в письменной, традиционной форме или в устной форме, хотя на первых этапах становления человечества все было наоборот. Сначала была устная форма, а потом появилась письменная форма речи. Но вот человечество уже пришло к тому, что мы можем, когда говорим о переводе, говорить, например, не только о переводе между различными языковыми системами, между текстами, представленными различными языковыми системами, но уже прошло 60 лет с момента, когда наш бывший соотечественник Роман Кобзон опубликовал в 1959 году статью, которая называлась
о видах перевода. И вот там он очень подробно описал, что помимо традиционного межязыкового перевода, к которому мы все привыкли, существует перевод внутриязыковой. Ну, классическим примером я могу сказать следующее. Например, когда мы в школе читаем слово о полку Игореве, конечно же, мы его читаем не на древнерусском языке, особенно в рамках школьной программы, мы его читаем, конечно, уже в переводе на современный русский язык, или когда представители британцы, они читают свои кантерберийские рассказы Чосера, они, конечно же, читают его не на среднеанглийском языке, а на современном английском. Но в последнее время стал формироваться и активно развиваться и такой вид перевода, который называется переводом межсемиотическим. Что такое межсемиотический перевод? Мы все достаточно знаем, если мы с вами ходим в кино, если мы смотрим экранизации каких-то художественных произведений, то в данном случае мы, конечно же, непосредственно имеем дело с межсемиотическим переводом. То есть, когда художественный текст, представленный в вербальной форме, передается средствами других видов искусства или видами других семиотических систем. Приведем такие достаточно яркие примеры. Ну, всем нам известен роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Роман был написан в 1927 году, опубликован в 1928 году. И с момента выхода в свет роман переводился и на многие иностранные языки, но при этом снималось огромное количество кинофильмов. Притом, парадоксально, но первый кинофильм в России был снят только в 1967 году. А первые фильмы стали появляться в 1933-1937. Это была Австрия, это была Германия, Польша, Чехословакия и так далее. То есть фильм многократно переводился на так называемый язык кино, язык кинематографии. Существуют просто выдающиеся, снятые за рубежом ленты по роману «12 стульев». Наиболее известный, например, этот фильм режиссера Мела Брукса 1970 года рождения, когда сам режиссер блистательно сыграл роль дворника. И вот все это представляет пример межсемиотических переводов. С другой стороны, например, если мы посмотрим на рассказ Проспера Мэриме Кармен, то уже давно нам известно оперы, балеты. Притом балеты, что интересно, например, балет Бизе, в свою очередь, был переведен в другой балет, это то, что стало Кармен Сюита Родиона Шадрина. Существуют кинофильмы, существует огромное количество мультфильмов. Все это также представляет собой межсемиотический перевод. Ну, если мы будем говорить, например, в культурном пространстве Якутии, здесь блестящим примером, конечно же, будут переводы Аланхо, эпического наследия якутского народа, также не только на различные языки мира, но и также на другие виды искусства. Я, конечно, не для вас не будет секретом, что Аланхо существует более 1000 лет, 1200 лет, стало выдающимся памятником мирового нематериального искусства в 2005 году. И Аланхо переводилась и на русский язык, не так давно была осуществлена силами кафедры перевода Северо-Восточного федерального университета перевод Аланхо на английский язык, опубликовано это было в Великобритании. Существуют переводы на французский язык, существуют переводы на киргизский язык и так далее. Но я думаю, что все вы прекрасно знаете, существует театр Аланхо, который тоже можно рассматривать представление как определенного вида межсемиотический перевод, когда уже способом театрального искусства определенным образом экранизируется или ставится на сцене то, что когда-то исполнялось по вечерам аланхосутами, и таким образом Аланхо начинает визуализироваться. Но другим примером визуализации Аланхо может, конечно, быть не только театральное представление, существуют мультфильмы, притом эти мультфильмы не только сняты по мотивам Аланхо, но они переведены на французский язык, я знаю и французскую, и немецкую, и английскую версии мультфильмов. В принципе, многие издания Аланхо, они прекрасно проиллюстрированы
якутской графикой, на которой изображены основные герои Аланхо. И когда мы на них смотрим, в принципе, нам кажется, что мы именно такими их и представляли, когда мы читаем или слушаем в устном исполнении текст Аланхо. Это тоже может быть рассмотрено как предмет межсемиотического перевода. Что же нам дает межсемиотический перевод? Межсемиотический перевод, он расширяет границы переводимости оригинального текста, потому что для нас не является секретом, что каждый из нас, когда будет читать какое-то произведение художественной литературы или прозаическое, а в большей мере поэтическое, то каждый из нас в этом произведении поймет то, что человек поймет. Это ему может понравиться, может ему не понравиться, но он по-своему, каждый из нас, будучи читателем, даже сверхвнимательным читателем, мы интерпретируем произведение, и таким образом мы для себя создаем свою версию понимания этого произведения. Вот когда мы используем какие-то другие виды семиотического искусства, то в данном случае мы расширяем так называемые границы переводимости этого текста. И особенно это важно для тех текстов, которые являются сильными текстами культуры. Те тексты, которые переводятся на другие виды искусства, которые известны носителям культуры, которые представлены в образовательных программах различного уровня, и те, которые, конечно же, известны всем носителям не только данного этноса, но и за пределами. Но для якутского народа именно таким примером, например, и будет Аланхо. Для русского народа такими примерами могут быть такие художественные произведения, как Евгений Онегин, как «Преступление и наказание». И поэтому, когда тексты переводятся многократно не только на другие языки мира и вступают, вливаются в художественное многообразие мира, с другой стороны, тексты имеют возможность восприниматься в различной сенсорной модальности, и таким образом мы имеем возможность воспринять эстетическую информацию этого текста, сопереживать героям и, что очень важно, сохранять этот текст в различных переводах и в различных формах для последующих поколений. Таким образом, перевод играет очень важную роль в этносохранении, в культурном сохранении и, что особенно важно, в сохранении культурной информации и памяти каждого народа, имеющего свою самобытность и живущих на планете Земля.